В сегодняшнем видео мы хотим рассказать историю женщины, которая слезно просит помощи и огласки трагедии, что произошла в ее семье. К нам обратилась Вишнякова Анастасия, многодетная мать, которая потеряла своего ребенка. 1 августа ее дети вместе с отцом поехали в Республику Таджикистан на каникулы к бабушке. Уже 10 августа мальчик Абдурахимов Абубакр, 2009 года рождения, вместе со своим братом направился в магазин, но дойти не удалось. На трассе Худжанд-Бабаджон-Гафуров, один из пешеходных переходов между автостоянками Матаиб и автостанция, некий гражданин Чамшедзада Якуб Чамшед сбил насмерть мальчика, ехав на скорости 120 км в час. Отец виновника ДТП оказался при приличной должности. Он работает в областном лицензионном отделе Сагдийской области. Как обычно это делается в Таджикистане, мужчина распространял информацию, что дело развиваться не будет и его сын не понесет никакой ответственности, цинично заявив, что он находится на такой должности, что может кормить всех судей. Просим запомнить имя виновника и рассказать всем, чтобы таджики знали, что за люди рядом с ними. Вишнякова Анастасия просит дать огласку этой истории, чтобы этого человека узнали все, так как они граждане России, то надеяться на честное расследование в Таджикистане они не могут. В свою очередь, консульство Российской Федерации ничем не смогло помочь, посетовав на то, что сами должны понимать, в какой стране произошло происшествие, ни в каких иных инстанциях помощи также добиться не удалось. Но суд по делу все-таки произошел, на котором судья вынес приговор, но, уповая на кумовство, прокурор и председатель суда оказались братьями и лишь делали вид, что правосудие свершилось, но виновник до сих пор находится на свободе. Потому что в суде подсудимый опять же твердил, что он не согласен со схемой, схема неверная, и мальчик не шел не через пешеходный переход, а вышел в неположенном месте. Это четкое подтверждение того, что подсудимый не раскаялся, он не признает свою вину и не загладил, не восстановил ущерб. На этом основании мы настаивали на том, чтобы в отношении него было вынесено наказание лишения свободы, потому как он не раскаялся и не возместил ущерб. Однако суд, выйдя из совещательной комнаты, вынес приговор: 3 года лишения свободы в колонии поселенки, 2 года лишения прав, а гражданский иск, несмотря на то, что мы и письменно, и устно говорили, что потерпевшие граждане Российской Федерации и живут постоянно в России, они не имеют возможности дополнительно нанимать адвоката и либо присутствовать здесь самим. Почему? Потому что это большой срок, пока вступит приговор в законную силу, рассмотрится в кассационной инстанции. То есть мы полагаем, что суд не учитывает Уголовно-процессуальный кодекс, где написано, что самое первое, основное, это чтобы был восстановлен ущерб и вред, нанесенный потерпевшему. А здесь получается, что государство его легко наказывает, а потерпевшие дальше обязаны продолжать нести расходы и доказывать, что они понесли потери, когда налицо смерть 13-летнего ребенка. Суд не услышал нас, не внял. В общем, суд нарушил наши права грубейшим образом. Более того, он не мотивировал ничем, почему он оставил иск этот без рассмотрения. А согласно закона, решение суда, приговор должен быть мотивированным. Женщина просит Эмомали Рахмона и всех неравнодушных таджиков распространить эту информацию, чтобы хоть кто-то из управления отреагировал на эту беду. Надежда на то, что кто-то из правительства или должностных органов заметит эту историю и отреагирует на бездействие органов. Это прямое нарушение прав граждан России в Таджикистане. Также обратить внимание на работу Генерального консульства в Худжанде. Семья мальчика и наш канал просят распространить эту информацию. Если мы все вместе поднимем этот вопрос, то даже чиновнику и влиятельному человеку не спрятаться от правосудия. Как вы относитесь к такой ситуации, что она не единичная? Дороги в Таджикистане в принципе очень опасны, и дети достаточно часто страдают от безответственных водителей. И как вы думаете, сможет ли кто-то помочь в этой ситуации? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Может, вам есть что посоветовать? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.